Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии интеллектуально-развлекательная программа «Калажар. Чем вошла?». Сегодня у нас в гостях замечательные люди, молодые, амбициозные студенты, которые чувашский язык знают не на пятерку. Но они сегодня для этого и пришли, для того, чтобы узнать чувашский язык и немножко пополнить багаж своих знаний о нашей чувашской культуре. Здравствуйте! Здравствуйте! Участник номер 1 Рамиль Исхаков. Рамиль, добрый день. Добрый день, меня зовут Рамиль. Я учусь на первом курсе технолого-экономического факультета. Ровно год вашей учебной деятельности у нас в Чувашии. Какие интересные слова, похожие, вы за этот год слышали, проживая здесь, в Чувашии? Имею в виду с татарским языком. Ну, татарский-то знаете? Да, татарский знаю. Татарский хорошо знаю, на хорошем уровне. А чувашский язык? Очень часто говорят, что чувашский язык очень похож с татарским, и в нем очень много слов. Например, слово «чече» — это по-татарски. Цветок? По-чувашски то же самое. Рамиль, с чувашской кухней успели познакомиться за этот год? С чувашской кухни, честно говоря, еще не успел. Самое вкусное татарское блюдо ваше? Беляш. Беляш, это пирожок, да? Да. Большой пирожок с мясом и картошкой. Спасибо большое. Это участник номер 1 Рамиль. Он из Татарстана. Ну а следующий участник приехал к нам учиться в Чебоксары из Нижнего Новгорода. И его зовут Евгений. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вы учитесь, как, насколько я знаю, на 4-м курсе. Уже на 5-м курсе, я еще старее. Вот. То есть в этом году у вас в руках будет диплом, и вы пойдете учителем. История, обществознание и английского языка. За эти 5 прекрасных лет, проведенных в универе, что можете сказать о городе Чебоксары и о Чувашии в целом? Только положительные эмоции о Чебоксарах. Хоть 5 лет живу здесь, кайфую, мне очень нравится. Учитель истории с дипломом в руках, с Нижнего Новгорода. Есть перспектива остаться здесь, в Чувашии? Кстати, да, я думаю, может, даже здесь останусь, в Чувашской республике, в Чебоксарах. Вот, так что запомните мое лицо. Спасибо, это Евгений Тупицын. Он приехал к нам из Нижнего Новгорода. А следующую участницу зовут Варвара. Варвара Тетеревова. Она приехала в Чебоксары учиться не откуда-нибудь, а из русского города Чувашской республики, который называется Шумерля. И тоже с чувашским ай-яй-яй. Варвара. Ай-тур-тур. Уже есть, что-то есть. 5-й курс. Верно. Я знаю, вы руководитель одной организации, очень интересной, которая прям так и называется «Ай-тур-тур». Примерно так и переводится. Шунгар-жунгар. По крайней мере, когда мы выступаем, примерно говорят «ай-тур-тур». Вы поете, танцуете? Я студентка факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного педагогического университета. И одновременно я тренер сборной по черлидингу ГРУФ. Варвара, сюда вы пришли на игру, на интеллектуально-развлекательную игру. Что интересно вы ждете здесь? Я жду положительных эмоций, и что я выиграю и получу приз. Спасибо большое, ваша улыбка сегодня будет украшать нашу программу. Спасибо, очень приятно. А следующий участник к нам приехал в Чувашию, а именно в наш город Чебоксары из далекого Ирана. И его зовут Масуд Кураван. С удовольствием вас знакомлю с ним, уважаемые телезрители. Масуд, добрый день! Вы можете нас всех поприветствовать на своем родном иранском языке. Кстати, он арабский, по-моему, да? Нет, персидский язык. Персидский язык. Да, отличается. Дуруд бар хаматун, умидварам захуби, значит, очень. Это приветствую вас всех, желаю вам всем хорошего дня. Ну, я думал, вы сказали, я хочу победить. Я хочу победить, это на русском. Масуд у нас учится на 1-м курсе, на факультете, и, к сожалению, вы хотите быть на 5-м курсе. Да, потому что мне уже 24, я 4 года уже в России, 3 года в Чебоксарах. Я знал, что я люблю языки. Я учусь на переводчик английского и испанского языка, и я нашел свое. Английского, испанского и чувашского хотели сказать. Отлично, да. Масуд, хорошо, за этот год где, в каких интересных местах побывали здесь, в Чувашии? Что нового, интересного открыли для себя? Что вы, например, можете позвонить, сказать родителям: алло, папа, мама, здесь вот это есть в Чувашии? А в Чувашии, именно в городе, очень красиво, очень спокойно. Девушки? Девушки, и на улице тоже, да, вот, пример есть. Но, можно сказать, самый, который мне нравится, это природа. Именно за городом, именно за Волгу, когда поехали. Очень красиво все. У нас, кстати, здесь в Чувашии бывает зима.
Кстати, да. Снег. Интересно сказать, в моем родном городе летом плюс 67 градусов даже бывает. Для меня тут совсем другой. 67 градусов для меня лично это такая тепленькая баня. Куда можно зайти, попадеть. Это уже баня, действительно. Ну что, давайте поприветствуем нашего участника, которого зовут Масуд Кураван. Уважаемые участники и телезрители, правила у нас, как всегда, очень простые. На экране перед вами будут появляться вопросы. Их у нас сегодня 5, мы их приготовили специально для вас, уважаемые участники. Как только вы увидели вопрос, как ведущий озвучил все варианты ответа, которые есть, сразу же нажимаете на кнопку. И тот участник или участница в сегодняшней нашей игре, который или которая нажмет на кнопку первым, тот отвечает. Если ответ правильный, то мы засчитываем балл. Если же ответ неверный, отвечает следующий, который нажал на кнопку вторым. Ну и, соответственно, за первые 2 вопроса у вас есть возможность выиграть по 1 баллу. Ну а 3-й, 4-й вопрос, если вы на них правильно отвечаете, то вы получаете по 2 балла. Ну а 5-й вопрос, если на него ответить правильно, то можно получить 3 балла. Первый вопрос у нас очень-очень теплый. И в сердцах и мыслях каждого вызывает представление о лете, об отпуске, о каникулах, потому что он связан с летом. И звучит он следующим образом. Как по-чувашски будет солнце? Варианты ответа А. Чечек. Б. Уих. С. Хевель. Д. Кун. Первой на кнопку нажала Варвара, и она хочет ответить на вопрос. Я думаю, что это С. Хивель. Хевель. То есть у вас есть какие-то знания чувашского, или это так интуитивно? Ну, слышу иногда же. Я же живу в Чувашии. Давайте проверим, насколько это правильно. Солнце по-чувашски Хевель, говорит Варвара. И мы, конечно же, принимаем ее вариант ответа. Видим, появляется зеленая плашечка. И это говорит, что ваш вариант ответа, Варвара, правильный. Вы заработали 1 балл. Вот так вот просто, вот так вот легко. Ну, а кто мне скажет, что такое чечек? Цветок. Рамиль, мы с вами об этом уже говорили. Уих – это, кстати, луна. Кун – это день. И я забыл вам сказать, что у нас в игре есть 2 подсказки, которыми вы можете воспользоваться в любой момент. Это подсказки, знания и удача. Поэтому вам удачи. Спасибо большое. Внимание на экран, и мы переходим к следующему вопросу, на котором будет видео. Внимание, вопрос. Какое учреждение культуры украшает эта люстра? А. Национальную библиотеку Чувашской Республики. Б. Русский драматический театр. С. Чувашский государственный театр оперы и балета. И Д. Чувашский драматический театр. Масуд, вы нажали на кнопку первым? Да. Украшает Чувашский государственный театр оперы И балета. Это ваш вариант ответа, Масуд. И мы сейчас его проверим. Чувашский государственный театр оперы и балета. Ответ неправильный. Но попытка, кстати, была хорошая. Евгений, вы были вторым? Я думаю, какое учреждение культуры украшает эта люстра. Я считаю, что Чувашский академический драматический театр. Евгений заработал 1 балл. Вы сравнялись с Варварой в этом раунде. Ну что, впереди вас ждут вопросы, за которые вы можете получить по 2 балла. На удивление приятно понимать, что люди, которые не знают чувашского языка, приезжая из других регионов, посещают Чувашский академический драматический театр. Уважаемые участники, я вас поздравляю, и мы переходим к следующему вопросу номер 3. Этот вопрос мы получили от телезрителя, который свою видеозапись прислал к нам на почту, которую вы видите, уважаемые телезрители, на экране. Здравствуйте, участники и телезрители программы «Говорим по-чувашски». Меня зовут Анатолий, и мне очень нравится ваша передача. Хочу вам задать 1 вопрос. Свой автомобиль я обклеил чувашской символикой, среди которых мать-покровительница, древо Чувашии и что это за значок? Вариант ответа А – Луну. Вариант ответа Б – мир, согласие, дружбу. Вариант ответа С – солнце. Д – верность, единство. Варвара, вам как удается первый нажимать кнопку? 3 вопроса, вы 2 раза нажали первый. Ну что ж, вам отвечать. Я считаю, что это Д. Верность, единство, любовь. Вы знаете это или вы пользуетесь подсказкой, которая называется удача? В смысле, я могу воспользоваться подсказкой? У нас 2 подсказки – это знание и удача. Незнание, неудача у меня. Знание! Ну давайте используем подсказку знания и, внимание, верность, единство, любовь. Действительно, это правильно. И вы таким образом заработали еще в свою копилочку 2 балла. Итого у вас 3 балла.
Аплодисменты Варваре. Уважаемые телезрители и участники, мы переходим к вопросу номер 4. Здравствуйте, уважаемые участники игры и телезрители. Часто прогуливаясь по заливу, вы, несомненно, видели самый высокий монумент нашей республики – это Мать-Покровительница. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что за надпись представлена на постаменте? Вариант ответа А. Добро пожаловать в Чебоксары. Вариант ответа Б. Будьте счастливы. Вариант ответа С. Мать-покровительница, то есть название постамента. И вариант ответа Д. Благословенны дети мои, живущие в мире и любви. Евгений, вы нажали на кнопку первым. Слушаем вас. Так, я был не уверен, но просто я решил нажать. Обогнать Варю. Просто в этом выиграть. Вас За это конкуренция. можно уже балл поставить, я обогнал Варю. Молодец. Ответ, я считаю, что это Д. Благословены. Ой, я по-русски плохо читаю. Я чувашский не знаю, по-русски плохо читаю. Ответ Д. Просто Благословенны ответ. дети мои, живущие в мире и любви. Да. Мгм. Ну что, проверяем ваш вариант ответа, Евгений. И это действительно правильный ответ. И вы с Варварой идете наравне теперь. У вас по 3 балла. Аплодисменты. Впереди ждет 5-й вопрос, за который вы можете получить 3 балла. Уважаемые телезрители и участники, а 5-й вопрос прислал нам телезритель Влад Иванов, который побывал в городе Рязань и посетил музей пряником. Всем привет, ребята. Я сейчас нахожусь в Рязани, в галерее пряников. Посмотрите, какой я нашел здесь корабль. Он полностью сделан из имбирного теста. Ну вот вам вопрос. Как вы думаете, что здесь несъедобное? Какая часть корабля несъедобная? Вариант ответа А – мачта, Б – канаты, С – паруса, Д – якорь. Масуд, вы нажали кнопку первым, у вас есть возможность заработать 3 балла. Какая часть корабля несъедобная? Если честно, я только знаю, что значит паруса. Так, короче, Я нажали... выбираю парусу. Вы кнопку нажали на удачу. Да. Масуд выбрал вариант ответа паруса. Внимание, это, к сожалению, неправильный ответ. 3 балла достанутся кому-то другому. Кому же? Следующий у нас отвечает Варвара. Возможно, вам. Я думаю, что это канаты. В связи с чем вы такое решение приняли, что это канаты могут быть? Ну, конструкция может быть вся сделана из съедобного материала, а канаты будут как раз ее немножечко держать, ну, скорее всего. Канаты, говорит Варвара. И удача, и знания улыбаются вам, потому что это правильный ответ. Вы заработали 3 балла, правильно ответив на наш 5-й вопрос. Итого в вашей копилке 6 баллов. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы для нашей передачи, видео-вопросы, присылайте их нам на этот электронный адрес. Варвара, вот не знаю, Масуд специально, может быть, неправильно ответил на этот вопрос, чтобы вам поддаться, и вы победили. Масуд, вопрос к вам, кстати, и очень интересный. Вы влюбились? Давайте не вопрос. Влюбились. Ну что, Варвара, мы поздравляем вас с этой блестящей победой. Это действительно большой отрыв, уверенная такая победа, 6 очков набрать. Уважаемые участники, вам низкий поклон. Еще раз убеждаюсь, очередной раз, между прочим, что люди, вот, которые приезжают с других регионов, с других городов, даже не зная чувашского языка, им все равно что-то интересно узнать из чувашской культуры. Это же правда? Да. Да, конечно. Вот. Большое вам спасибо за участие. Я надеюсь, что мы сегодня с вами, и вижу, кстати, что действительно мы немножко пополнили багаж знаний, узнали, как по-чувашски будет солнце, побывали на заливе, ответили на вопросы наших уважаемых телезрителей, которые прислали свои вопросы к нам на почту. 5-й выпуск программы «Чувашла Калажар» подходит к концу, уважаемые телезрители. Увидимся в следующих эфирах. Удачи!